Сэмбэнан Худут. Продолжаю свой образовательный проект, и сегодня мы будем во втором видео обсуждать кейс Балдан Ламы. Я записал уже шортс, он в принципе тоже довольно длинный, но тем не менее я хочу еще записать длинное видео, где более развернуто обо всем поговорить. Зану Худут. Давайте теперь максимально подробно обо всей этой ситуации поговорим, обсудим. И предложения, да, какие варианты действий. Ну, во-первых, давайте напомню, кто еще не знает, да, эту тему. Балдан Лама, буддийский лама, был арестован вот совсем недавно, в конце апреля, и помещен в детеншн, в миграционную тюрьму в США. Он работал на траке, его арестовали айс-офицеры, сейчас он находится в детеншене. Сейчас идет сбор средств денежных для того, чтобы этого ламу вытащить из детеншена. И о чем вообще все это говорит? О глубоком кризисе нашей бурятской диаспоры. Я должен сделать вывод, потому что надо это обозначить. На самом деле получается, что никакой бурятской диаспоры по большому счету нет. Потому что, как известно, друг познается в беде, да? То есть никогда там что-то радостное, хорошее и так далее. Да? Также и диаспора. Познается она всегда, когда нужно какие-то проблемы решать. Во-первых, что надо отметить? Давайте еще поговорим про самого ламу. Лама выступил с антивоенной речью и уехал в США, чтобы получить политическое убежище. На мой взгляд, человек, которому уже 65 лет, на самом деле, который еще, таких лам очень мало, да, кто против войны выступил, не должен был работать ни на каком траке, а должен был заниматься какой-то своей деятельностью. То есть, если бы у нас была хорошая работающая диаспора, то даже на собственные средства могли бы люди донатить по 50, по 20 долларов, да, кто как может, да. То есть, я думаю, для бурятской диаспоры в США это не такая проблема. Но, к сожалению, такой работы проведено не было. Я думаю, не то, что вот такие мы буряты плохие и так далее. Просто у нас, к сожалению, нет вообще понимания, что это надо делать, понимаете? И еще один, наверное, важный какой-то фактор есть. У нас существует большое количество разнообразных организаций, вроде Free Бурятия, там, Free Russia. Free Russia, она не бурятская, конечно. Просто президент этой организации бурятка Наталья Арно. У Free Russia бюджет многомиллионный. За 25 год, по открытым данным, там был транш на 5 миллионов долларов. Конечно, Free Russia это как бы большая организация, там различные направления, зарплаты и так далее, да. Но, смотрите, я считаю, что Free Бурятия это дочка Free Russia, хотя, формально они, конечно, независимые друг от друга, но просто сын Натальи Арно, Владимир Будаев, он, сооснователь этой организации. То есть, близкородственные связи, да. Ладно. Просто для меня закономерный логичный вопрос. При наличии такого огромного количества различных организаций, да, РХТН, Free Бурятия, Free Russia. Free Russia, да, не бурятская, но президент у нее бурятка. Тоже с довольно-таки хорошей 160, по-моему, тысяч евро зарплаты в год. Ладно, в чужой карман лезть и не будем, но, тем не менее, о какой-то солидарности, наверное, надо как-то поразмышлять, поговорить. То есть, наверняка такие богатые, обеспеченные, успешные люди какой-то, вклад должны, наверное, вносить в диаспору. Или как? Или мы должны, или мы и будем продолжать вот такими быть разобщенными. Но если мы вот так будем каждый на себя тянуть что-то, да, одеяло, то получается, что
у нас ничего и не получится, и не получается. И понимаете, сейчас кто в сборе участвует, чтобы этого ламу вытащить оттуда, из детеншена? Простые буряты, те же самые какие-нибудь дальнобойщики или еще кто-то, да, муверы всякие. Короче, простые буряты скидываются для того, чтобы вытащить этого ламу. Но я считаю, что такой человек, который выступил с антивоенной речью, лама в таком почтенном возрасте уже, да, ну не должен, наверное, все-таки работать. То есть можно было ему просто скидываться, донатить раз в месяц, вот такую вот нагрузку на себя взять. И в свою очередь этот лама мог бы, раз он освобожден от работы, мог бы быть каким-то мозговым центром диаспоры, размышлять, думать, наставлять людей, какую-то духовную поддержку оказывать, ну, заниматься своей как бы профессиональной деятельностью, да, буддийской. То есть это была бы какая-то очень мощная духовная, моральная опора. Вместо этого ему пришлось работать на траке. То есть для нас это на самом деле очень большой кризис, что здесь, в Южной Корее, что там, в США. А здесь и там это две самые большие на самом деле диаспоры, да, по сути-то. Поэтому этот кейс, конечно, очень сильно говорящий про то, кто мы вообще на самом деле. Я не говорю, что мы плохие или еще какие-то. Но надо понимать в тот же момент и причины всего этого. А причины в чем? В том, что власти РФ и спецслужбы ее сознательно из наших народов и из нас в частности всегда выбивали вот эти вот горизонтальные связи, чтобы мы не могли никак решать свою судьбу. Но в принципе они своего добились. То есть, когда началась война, никто из, так скажем, вот этой вот элиты, которая, да, там в Бурятии есть, ну, псевдоэлиты, контрэлиты, не выступил против войны. И, к сожалению, до сих пор наши буряты погибают на этой войне, участвуют в мясных штурмах. И никто там ничего для защиты бурятского населения не делает. То есть, наоборот, они все как бы выступают за русский мир. С чем, конечно, нормальные, адекватные буряты никак не могут быть согласны. Поэтому причины понятны, да, почему это. Исторически это еще сложилось с 30-х и даже ранее годов, когда проводились массовые репрессии против бурят. Нашу интеллигенцию, элиту просто всю уничтожили, расстреляли, убили. Ну, заодно и много вообще, как бы сказать, непричастных к этому людей также расстреляли. То есть это было на самом деле запугивание, ну, чтобы следующие поколения, ну, как бы у них расчет их и удался на самом деле. Потому что следующие поколения уже выросли с вот этими вот, как бы сказать, пониманием того, что не надо там лезть, что не надо участвовать в жизни, что не надо решать свою судьбу. Вместо нас все будет решать русский мир. Ну, как бы они своей цели добились. Но наша задача какая сейчас? Понимаете, те, кто в Бурятии сидят, для них очень сложно, потому что они, во-первых, живут в очень стрессовой ситуации, они очень сильно напуганы, у них нет возможности высказываться, нет объединяться, они боятся стукачей, что могут их посадить в тюрьму и так далее. Но тем, кто в Бурятии, я все же советую находить тех людей, которым вы на 100% доверяете, и все же пытаться с ними разговаривать, хотя бы намеками и так далее. Но все-таки надо говорить об этом, да, почему у нас нет горизонтальных связей. Вообще, почему я все-таки это все видео делаю, так как, видите, для меня вообще, как для самого человека, который находится в эмиграции, ну, какой вы эмиграции-то, по сути, у меня же уже приговор есть 5 лет, 3 года, 3 месяца. Как типа в бегах, что ли, или как? Не знаю, короче. Жертва политического преследования, вот. Определение даже есть. Ладно. Для человека уже с уголовным делом, со сроком заочным и находящимся за границей, ну, понимать и осознавать, что
к сожалению, никакой диаспоры нет, никакой работы не делается. Ну, это очень тяжело, и я, понимаете, сам же тоже не могу ничего не делать. По крайней мере, в моих силах записывать такие видео. И я буду это делать. Потому что все же, понимаете, это, наверное, тоже какая-то моя была такая слабость или что, я не могу сказать сейчас. Но я все равно, наверное, где-то в глубине души думал, да, что вот есть у нас вот эти организации большие, да, у них многомиллионные бюджеты, за ними кланы большие стоят, за этими людьми. Ну, наверное, они что-то там делают. Но когда такое случается, понимаете, что ловят вот этого вот ламу, из-за него вписываются простые буряты, которые свои деньги туда вносят, чтобы его вытащить. Но, понимаете, такое осознание, что, ну, если хотя бы я ничего не буду делать, да, ну, просто никто же не записывает эти видео, ну, тогда вообще ничего не будет делать, понимаете? Это вообще какая-то безысходность будет. Поэтому хотя бы такие видео я должен записывать на вот эту тему. И вообще записывать, делать, что-то надо делать. Просто так сидеть тоже уже просто не получается, все уже. Раз никто вообще этого не делает, но хотя бы я буду вот записывать такие видео. Все равно все это в пустоту никуда не уходит, все равно люди начинают думать. И понимаете, но на нас, кто за границей, хотя нам, конечно, и тяжело и так далее, но на нас как раз таки ответственность и лежит. Потому что в таких вот ситуациях, когда авторитарный режим захватил и уничтожает твой народ, а мы живем на самом деле в свободе, получается, да, многие еще подали на G1 или в США подали на политическое убежище. То, что вы подали на политическое убежище, это же не просто, что вы или на G1, да, ну тоже политическое преследование, то, что вы никак не должны участвовать в диаспоре. Вы, как сказать, типа это какая-то отмазочка, да? Ребята, вы по-настоящему же запросили убежище. То есть вы не должны обманывать систему. Хотя бы самих себя не должны обманывать. Да, я не говорю, что вот все должны выходить там с плакатами или ролики записывать. Ну, конечно, было бы хорошо, но ладно, все там боятся за своих родственников или вообще боятся. Ну, хотя бы какие-то культурные центры надо создавать, где будет уже обсуждение не просто, вот знаете, собрались и песенки поем, или еще что-то, или язык, но чуть больше надо хотя бы уже обсуждать. То есть, если мы не начнем эту деятельность, ребята, за рубежом, да, ну никто этого больше не будет делать. Мы же видим, вот, к сожалению, есть эти организации, да, Free Russia там, ну, Free Russia не бурятская, там Арно просто бурятка, с большими деньгами, с большими связями, с большой медийностью, но, понимаете, на саму диаспору это никак не влияет, понимаете? Ну, да, они, конечно, говорят как бы от нашего лица, но, по сути, когда какая-то кризисная ситуация, приходится действовать нам самим. Приходится опять свои собственные деньги вкладывать во все это. Ну, что поделаешь. Да, у меня, конечно, мое мнение, что это все не просто так, что это, как сказать, наверняка это потому, что деятельность их регулируется спецслужбами российскими, давят на них, ну, либо они просто агентура. Ну, если не так, то значит дела наши еще хуже. Потому что, имея такие мощные организации, богатые организации, на таком нуле, даже минусе находиться, ну, это просто очень печально и плохо. Вот такие вот дела идут. Поэтому я призываю вас, кто за рубежом находится, кто деятельные люди, кто хочет что-то делать, кто понимает, что будущее зависит от нас в первую очередь. Мы не должны сидеть просто так, сложа руки. Встречайтесь, разговаривайте с теми, кому вы доверяете, пытайтесь выстраивать какие-то кружки, ну, какие-то вещи надо делать. И начинайте уже, как сказать, что-то большее делать. Не просто
как сказать, вот там мы говорим только о культуре, да, ну надо просто это выбивать из себя все, понимаете? Ладно, Худут, на сегодня все. Я, конечно, постараюсь более делать такие информативные, хорошие ролики, но пока я вот привык к этим стримам, пока вот такие вот видосы делал. Заны Худут. Пайрла, комментарий бышты, лайки, тавик ты, подписка ты, спонсор ноутболок ты, Заны Худут, дахинул затра, байер ты.